Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Россия – дом дружбы. В Грозном прошел всероссийский форум, посвященный укреплению народного единства и традиционных ценностей. Делегатов со всей страны приветствовал Рамзан Хаджи Кадыров. Нам пришлось заплатить очень большую цену ради сохранения целостности России и полной победы над международным терроризмом. Большой праздник в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи. 83 выпускника вуза получили дипломы. Решение связать свою жизнь с исламскими науками пришло от того, что это, несомненно, самое ценное, что может обрести человек. Готовы к выполнению задач любой сложности. Полк Ахмат Кавказ отправился в зону СВО. Укрепление единства, привитие традиционных ценностей и сохранение героического наследия. В Грозном прошел Всероссийский форум «Россия – Дом народов». Он собрал более 400 участников из различных субъектов страны. Торжественную церемонию посетил глава республики. Он поздравил делегатов с этим важным событием и вручил награды почетным гостям. Все подробности в сюжете Хавы Айдамировой. Форум «Россия. Дом народов» начался с фестиваля «Мир. Культура народов Чеченской Республики». Национальные и культурные центры региона подготовили для гостей народные песни, танцы и музыкальные композиции. Также представили угощения в виде традиционных блюд народов, проживающих в республике. Уже достаточно продолжительный период времени в Чеченской Республике царит межнациональный и межрелигиозный мир и согласие. И это благодаря огромной работе, которую проводит и уделяет этому направлению и глава республики Рамзан Ахматович Кадыров, министр у вас замечательный Ахмед Дудаев, креативный. И вот в этой креативности, когда человек подходит к своей работе неформально, тогда, как правило, и есть результат. Форум «Россия. Дом народов» посвящен в этом году укреплению традиционных ценностей и единству. Мероприятие открыл помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В своем выступлении он подчеркнул, что Чеченская Республика всегда придает первостепенное значение укреплению межнационального согласия. Такие форумы, по его словам, способствуют диалогу между регионами и поиску общих решений для сохранения культурной самобытности народов страны. Сегодня Чеченская Республика – самый безопасный регион в стране. У нас не фиксируется многие годы ни один конфликтный инцидент на почве межнациональной или межрелигиозной розни. Но так было не всегда. В республике этот мир был деформирован, разрушен. Регион был ввергнут в хаос. В таком состоянии регион достался нашему первому президенту Ахмату Хаджи Кадырову, да Аллах был двоицун. И благодаря его мужеству, любви к своему народу и при непосредственной поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина удалось перевести республику, вытащить из этого хаоса войны и перенаправить на рельсы социально-экономического развития. С приветственным словом к участникам форума обратился глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он напомнил, что регион прошел через серьезные испытания, и именно благодаря воле Ахмата Хаджи Кадырова и поддержке президента Владимира Путина удалось не только восстановить мир, но и выстроить устойчивую модель межнационального взаимодействия, основанную на уважении и традиционных ценностях. Дорогие гости, я рад приветствовать вас в Грозном. Нам пришлось заплатить очень большую цену ради сохранения целостности России и полной победы над международным терроризмом. Чтобы такая трагедия не повторилась, нужно грамотно вести национальную политику. Желаю всем еще раз удачи. Благодарю организаторов форума. Победа будет за нами. В рамках форума глава региона вручил медаль за заслуги перед Чеченской Республикой руководителю ФАДН России Игорю Баринову. Благодарственные письма главы Чеченской Республики также вручены председателю управления движения первых Артуру Орлову, директору Дома народов России Анне Полежаевой и руководителю межрегионального управления ФАДН по СКФО Республики Крым и городу Севастополю Сергею Разживину. Сегодня мы говорим с сотрудниками, кто в регионах отвечает за реализацию государственной и национальной политики, с лидерами общественного мнения, с руководителями общественных организаций, о том, как нам совместно реализовывать проекты, направленные на патриотическое воспитание, на гражданственность, на историческую память и преемственность поколений. То есть, по сути, на сохранение и продвижение в обществе традиционных ценностных ориентиров. В своем выступлении Игорь Баринов отметил, что Чеченская Республика является примером эффективной национальной
национальной политики. Он подчеркнул, что именно здесь наглядно видно, как забота о культуре, языке и вере становится основой стабильности и общественного согласия. Сегодня на родине бесстрашных воинов, героев, которые проявляют доблесть и исключительное мужество в ходе проведения специальной военной операции. В городе, который наш президент назвал современным российским чудом, собрались участники со всей нашей огромной необъятной страны. Именно здесь формируется добровольческое подразделение спецназа «Ахмат», в котором служат представители разных этносов и конфессий. Объединившись вместе, плечом к плечу, они проявляют пример сплоченности и высокой боеспособности. Ваше личное участие, Рамзан Ахматович, в работе форума показывает, какое внимание уделяет руководство республики этим вопросам. Участники обсудили роль исторического и культурного наследия в воспитании молодежи и формировании гражданской идентичности. С речью выступил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. История нашего народа – это большой пример для всех народов России. Великую роль в том, чтобы вытащить наш народ из этого состояния хаоса, вечных кровопролитий, сыграл великий сын чеченского народа Ахмат Хаджи Кадыров. Герой России, который отдал свою жизнь за то, чтобы Чеченская республика и чеченский народ зажили мирной жизнью. И тут же хочется сказать слова огромной благодарности Владимиру Владимировичу Путину, который услышал Ахмата Хаджи Кадырова, который протянул руку дружбы и мира и сделал все для того, чтобы поддержать и Ахмат Хаджи, и через него Чеченскую республику. Концепция Ахмат Хаджи Кадырова, которая была заложена в самые тяжелые времена, сделала так, что мы сегодня стали мирной республикой. Я с уверенностью могу и с гордостью сказать, что на сегодняшний день Чеченская республика – это самый патриотично настроенный регион в Российской Федерации. Затем работа форума продолжилась в рамках тематических секций. Обсуждались меры по профилактике радикальных идеологий, значение русского языка в укреплении межнационального диалога, а также современные инструменты общественной дипломатии. Каждая площадка стала пространством для обмена опытом и практическими инициативами. Хава Айдемирова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. Во всех крупных мечетях Чеченской Республики прошли религиозные мероприятия в честь наступления Нового года по мусульманскому календарю. Верующие читали мавлид с благословениями пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, воздавали хвалу Всевышнему и делали дуа за чеченских бойцов, находящихся в зоне СВО, за мусульман Палестины и всю умму. В своем обращении советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев поздравил Рамзана Хаджи Кадырова и всех верующих с этим событием. ويا خوصة هجر حتى أزر ديبعي شوز أورلو شو حقله وزخل وجدال بيركة داش ديان خيل وزخل وجدال ويفتشع ويقام ودرج دال عالش دش وصو ديكش بالخاح ويسودو خشاء بيركة داش ديان خيله أسا أق دقر ديق الو ويفتشع رمضان عجاء ويقام ودرج شيئة أقوينا دعدولوش توشتول كيلشو ديل هاغورز دعدولوش أصيبنا مسوء وي دقي مجدك شكاها ديل هاغورسان فايمر صلى الله عليه وسلم صلوات كيلش مولاتيش ديل دعادش اشتقيت شنا مسنا سانش دوش خزش بالخسانة شو دعدول دينا نوزخلوش داله بيركت داش دين خيلر مسوء ووتشم ندالر دويل هجر ها كرل شو إذا عمر بن الخطاب ديل رسول إذا خليفة والشخينة شي أصحاب شتان وعاخي نتسار بين أصبرت تسار بوسوبنا شو دا قردر سوت إير حدوق شدو إبو هرقا وش دا قردر بوسوبنا إهدات بوغدات شي دا قردر إذا بوسوبنا خنا مقام يقاش دا قردش أصيباندو شو اللغة محرم والحرام بتشو حقلك محرم والحرام بو هردال حارب نجبي بتا صعبوت بوير بتشو عاشوراء دو بتشو مارخا برسنتو بتشو ها عاشوراء دين عدوق بايا مرشدال بالي حلقة بوخش أصيبان بقي بيلخش شين شو أخيل بوت بوير ديل يرشنو صلى الله عليه وسلم هجر دين بوت بوير سون ديرا هرخان يش ديل حق ورسان مسو ديكش بالخ سودولش وبل وابلوش ديلي ديرزوش اوشيق انت يردولش حبرت باش ايش اصيبنا
قبول شو دعوة لردوق ويبزخل وجدال يعني بيرتي والشخيل دال دكنا صو داخل دال ويبتشع ويقام ودرش دال عالش دش بوسو بنا صبرت بشا دال بيركت داش ديان خيلخ هر شو إميل يوخشو زاما. Сразу 83 студента завершили обучение в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи. В минувшую среду там состоялась торжественная церемония вручения диплома выпускникам. Поздравить их с этим событием прибыл руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов. Также он передал сотрудникам вуза благодарственные письма от Рамзана Хаджи Кадырова. Продолжит Шамил Арсанбиев. По-настоящему счастливый день. Российский исламский университет имени Кунта Хаджи проводит 12-й выпуск своих студентов. Он начинается с богоугодного дела – чтения священного Корана. Поздравляя студентов, ректор вуза Абдурахим Мутушев приводит слова имама Шафии о безграничности исламских знаний. العلم ثلاثة أشباه علم المرأة شيء شو العلم عندك يقص قشية وقيت مثل عاجة قب بوتشي إذا ألا نقدر يقب كيت كي ألا نقدر سنها إيش العلم عندك سوا فمن أدرك الشبر الأول يدح اللي يشرب يقشر بوتشي يدح توشي يشرب شيء جهد العلم يشاء كاتش وتك تنور عاجة تكبر إذا كل اللي يقتلك عندك كل اللي يقول أي بلاتين مرحلة وصوة شيء علمنا دقة كاتشالة علم بحي كاتشالة هي شوي الخلوج الإنسان دق علم كاتشم كاتشين ده علم دق أم بعض ساعة تلعب دق ما مش شافي شو ومن أدرك الشبر الثانية شو شيء علما جوال خمولتك شو كيت كده خموش خمولتك أقتنع العلم والعجة توادع إذن عنا دور ليش يخل شيء دق علم كاتش على حضرنا البكورة يكورت بعض عن اللقاء واحد عايزة حسب إذا لخلو إذا إيش واحد عيدا وتيزا من ده شيء كاتش عند العلم من ده ما تدخل تغل القراء الذي يجورني أقوى جيزا ما تتعامل ومن أدرك الشبه الثالثة خلوش قد شيء المنجوال المتكة خلوش كيت كدشا قال إتشقاتي كما علم ألا يعلم شيئا تنوجيها علم نخشي ما تهي دوج حولي ولسانا. Всего в этот день выпускается 83 студента. Всем им вручают дипломы. Среди тех, кто окончил Исламский университет с отличием, сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Джабраил Усмаев. Решение связать свою жизнь с исламскими науками пришло от того, что это, несомненно, самое ценное, что может обрести человек и что связывает его мирскую жизнь напрямую с вечной. Среди выпускников 30 девушек. Они учились в отдельных женских группах. أجر حلقة قصدية شوخ شخناها سعال شهير ويزدش نقع علم أصم درجة دوحة دوزش حلقة وشخناء تدوز الحموق وتكرمة الخضر دوح بس تبتنير قصوزة. С поздравлениями в адрес выпускников выступил руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Он отметил о большой ответственности, которая лежит на тех, кто получил исламские знания и будет распространять их дальше. Вы не только получили религиозное образование, но и право на преподавание и передачу знаний, полученных в стенах Российского исламского университета. Ислам – религия, которую можно изучать всю жизнь. На вас большая ответственность. Необходимо совершенствовать свои знания, углублять полученные знания. Вы должны правильно себя поставить в обществе и быть примером для подрастающего поколения. Поддерживайте связи друг с другом, всегда советуйтесь со своими преподавателями.
Сотрудников вуза отмечают наградами, медалью за заслуги перед Чеченской Республикой, благодарственными письмами и почетными грамотами главы Чеченской Республики. В первую очередь дипломы вручают тем, кто окончил вуз с отличием. Затем на сцену вызывают каждую группу. Среди них и те, кто параллельно с учебой заучивали Коран наизусть и стали хафизами. Больше 700 выпускников вышли из стен Российского исламского университета имени Кунта Хаджи со дня его открытия. Это сотни людей, получивших глубокие шариатские знания, которые сегодня особенно востребованы. Здесь готовят не просто дипломированных специалистов, здесь формируют тех, кто несет знания, нравственность и духовные ценности в общество. Шамиль Эльсанбиев, Хаджи Мудаев, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. В зону проведения специальной военной операции отправился личный состав 270-го мотострелкового полка «Ахмат Кавказ». Бойцов провожали в торжественной обстановке. Напомню, что каждый из них прошел усиленную подготовку на полигонах, где за процессом лично следил опытный командир Хусейн Межидов. Репортаж Хавы Айдамировой. Ханкала. На плацу выстроен личный состав 270-го мотострелкового полка «Ахмат Кавказ». Бойцы проходят финальный инструктаж перед отправкой на выполнение задач в зоне СВО. Товарищ полковник, личный состав 270-го мотострелкового полка «Ахмат Кавказ» по вашему приказу построен. Докладывает старший лейтенант Тамгаев. Вольно. Вольно! Ассаламу алейкум! С напутственным словом перед военнослужащими выступил заместитель муфтия республики Адам Ильясов. Он напомнил, что те, кто отправляется на защиту своей родины и сражается ради справедливости, совершают благое дело и могут рассчитывать на награду от Всевышнего. Лейтенант Валах, рядовой составер Валах, буин герзлец, эрвел волшволстак, ши пачалка, ши мехка, дазун шларда, гарвалда, дел некта, кахьягел, эрвел волшволстак, башка дats имиллахстак хилчия, угур лакарч теган тяха, дюна ли, майра ли, кунаха ли, стагар ли дюхана, держи качволстак войз. Командир полка Хусейн Межидов поблагодарил личный состав за готовность и подчеркнул, что на передовой окажутся настоящие профессионалы, проверенные временем и подготовкой. Он пожелал каждому из бойцов вернуться домой с честью. دونا بلا بلا غزابنا ветеран بني أدوقنا واستيبو نايتنا وأخورا شعوتي الطعام الأجنية ده قايق ветеран شو هيدش بل ويسناق وزيناق تنديرة وي إيش إتوي حال خيل بوش وي دايش تح صورك هذا شو ده وي دي تار ليلين بوش بني طبعا حباش بكيرش. Среди военнослужащих и опытные бойцы, и те, кто отправляется впервые. Каждый из них говорит, решение принято осознанно, задача быть на передовой, там, где сейчас это нужнее всего. Я родом из республики Адыгея. Приехал служить Ахмат Кавказ. Как я услышал, сразу все свои дела бросил, оставил, на потом пришел служить нашей родине в составе великолепной Ахмат Кавказ с легендарным командиром полка Хусейном Межидовым. Я очень рад, что именно здесь попал, потому что у нас самые боевые в данный момент в России, что есть офицеры, у нас служат. Так что спасибо вам, Ахмат Сила, Аллах Акбар.
После официальной части началась погрузка. Провожать бойцов пришли родные и близкие. Среди них и семья Саид Магомеда. Его маленький сын приехал, чтобы лично проводить отца. Уже скоро техника заняла платформы, личный состав расселся по вагонам. Путь на передовую начался. Хава Айдемирова, Сайдеми Ибрагимов, Асхаб Керимов. Неделя. Сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова перешли на халяльные банковские карты. Коллектив присоединился к клиентской базе исламского отделения Сбербанка. Они выбрали финансовые продукты, основанные на соответствии нормам шариата. Исламский банкинг что шариат и айлам риба ючмет ах и падилан до что карты тадал ахчкулил из или хазарплат ахчкулил из и ахча лилу иш цахилар гойт хок исламский банкингу аха цани хагар пурба доч сут яха дисан до что ляч до ахча قيج банку использоваться до яцу банку использоваться до ахчу те пениш набегаться до. Продукты исламского финансирования были запущены в Северо-Кавказском федеральном округе в прошлом году и уже показали высокие результаты. Чеченская республика стала одним из лидеров в стране по количеству оформленных халяльных дебетовых карт. Ими воспользовались более 13 тысяч клиентов. Всего доступны более 15 продуктов партнерского финансирования, соответствующие стандартам шариата. Дебетовая карта Адафа, текущий счет Амана, исламское расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, ипотека Мураббаха, халяльные инвестиции и другие. Продукты офиса исламского финансирования широко начинают пользоваться в нашей республике. И, пользуясь случаем, хочу призвать наших жителей максимально вовлечься в исламское финансирование, продукты Сбербанка. В Чеченской республике прошел межнациональный форум «Кавказ 2.0». Он собрал представителей различных национальностей, культурных организаций и экспертов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Организовала мероприятие Мариам Ахоева при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи совместно с секретариатом главы региона, Министерством по делам молодежи и региональным отделением Российского союза молодежи. В условиях проведения специальной военной операции, когда наши противники, недруги не имеют возможности победить на поле боя, они применяют различные изощренные методы информационно-идеологического воздействия, пытаются в информационном пространстве оказать какое-либо влияние, деструктивное влияние на наше подрастающее поколение. Поэтому в этих условиях важно молодому поколению доносить истинные ценности. Программа форума включала фестиваль национальных культур, спортивные и развлекательные игры, квесты, экскурсии, мастер-классы и выставки. Участникам представили уникальные культурные артефакты и достижения народов Кавказа. Также в рамках форума прошла лекция, посвященная вопросам культурной идентичности и сохранению традиций. Мне безумно понравилось. Это мой первый опыт в форумах. Очень полезно развивать свои коммуникации. Много интересных знакомств. Вот. В принципе, здесь очень много чего интересного, чтобы посмотреть, увидеть что-то новое для себя, открыть что-то новое, возможно, даже попробовать. Вот. Организация очень хорошая. В Грозном прошло заседание Общественного совета региональной программы «Турпалхо. Герой-95». Участники обсудили итоги отбора кандидатов и формат обучения, которое им предстоит пройти. Цель программы – подготовить квалифицированные управленческие кадры из числа действующих военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В дальнейшем они смогут работать в органах государственной власти и местного самоуправления. Программа включает 3 этапа – отбор, обучение и стажировку, а после – трудоустройство. Занятия будут проходить на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. В настоящее время завершается у нас уже отборочный этап программы, в ходе которого 466 человек подали заявку на участие.
161 из них прошли анкетирование и тестирование, и 95 человек приняли участие в собеседовании. Так, по итогам отборочного этапа, во второй этап обучения, который начнется с 1 июля, уже на днях холи, переходят 50 человек, показавшие наивысшие результаты. Обучение будет проводиться в Чеченском государственном университете имени Ахмад-Хаджи Кадырова в течение целого года. В Грозном прошла презентация книги чеченского писателя и журналиста Ходжбауди Борхаджиева «Вспомним их поименно». Издание посвящено героям Великой Отечественной войны. На мероприятии собрались писатели, историки, журналисты и читатели. В сборник вошли очерки, стихи и переводы песен военных лет. Гости отметили значимость работы для молодого поколения, подчеркнув важность сохранения исторической правды и воспитания патриотизма. Больше 50% прозаического материала – это тоже мои авторские работы. И еще одним отдельным разделом там идут мои стихи и переводы известных песен советской поры о Великой Отечественной войне на чеченский язык. Вот в конечном итоге вышла работа под названием «Вспомним их поименно». В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошла встреча руководителей Дома народов Чеченской Республики и Дома дружбы Ленинградской области. Стороны обсудили перспективы взаимодействия, а также реализацию совместных проектов. Один из них называется «Парта героя». Он предполагает увековечение памяти военнослужащих, отдавших свои жизни при освобождении Мариуполя. Совсем скоро будет подписано официальное соглашение о сотрудничестве между организациями. Ну, в первую очередь, наш основной проект – это все-таки по линии патриотического воспитания подрастающего поколения. А патриотизм воспитывать невозможно без сохранения памяти, мужества и героизма наших предков, которые в свое время доказали это в годы Великой Отечественной войны. И вот тот пример, когда останки красноармейца Усхажи Пашаева были найдены под Ленинградом, он погиб, защищая блокадный Ленинград, и переданы на перезахоронение на родину в Гендерген, селение Нажаюртовского района Республики Чечни. Это как раз тот случай, когда под девизом «Родина подвига, Родине героя» мы тем самым, вот даже на таком примере мы показываем, что мы помним, мы храним эту память и мы передаем это подрастающему поколению. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.